Labdien! Šodien mēs tiekamies sociālo zinību stundā, un mūsu tēma ir budžets. Budžets sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir ienākumi, un otrā daļa ir izdevumi. Иенакуми, доходы – это все денежные и неденежные поступления в семью. Какие же основные виды доходов в семье? Первое – это заработная плата, алга. Второе – пенсия, пенсия. И третье – это пособие, пабалsts. Пособие, ребята, это денежная помощь от государства. Также доходы – это может быть стипендия, клад, наследство, премия, подарок, выигрыш, бонус и так далее. Bet otrais budžeta veids ir izdevumi, расходы. Расходы – это денежные затраты, идущие на удовлетворение потребностей членов семьи. Какие же еще виды расходов могут быть? Оплата за аренду жилья, предметы домашнего обихода, медицина, образование, досуг, отдых, а также многое другое, на что мы ежедневно tratим деньги. Katrs no mums dzīvo ģimenē, un ģimenes izdevumi visbiežāk ir ēdiens, transports, apģērbs un apavi, kā arī komunālie pakalpojumi un sakaru pakalpojumi. Особые виды расходов – это налоги, nodokļi. Налоги – это обязательные платежи государству. Uz attēla jūs varat redzēt, kādi ir nodokļi Latvijā. Uzmanīgi izpētiet lūdzu šo attēlu. Šeit jūs varat redzēt, cik tiek novirzīts nozarēm no viena nodokļos iemaksātā eiro. Droši vien jūs redzējāt šo reklāmu vai šo informāciju autobusa pieturos un visur apkārt. Tas ir par 2019. gadu. Бюджет – это роспись доходов и расходов за определенный период. Paskatieties lūdzu uzmanīgi uz ekrāna. Jūsu priekšā ir Ozoliņu ģimenes mēneša budžets, marta mēneša budžets. Rozā tabula ir ienākuma veids, un zaļa tabula ir izdevumu veids. Un viss tiek mērīts eiro. Paskaties lūdzu uzmanīgi. Ozoliņu ģimenes budžets ienākumi ir зарплата папы, зарплата мамы, пенсия дедушки, пенсия бабушки, пособие на детей, стипендия сына, а также премия папы за отличную работу. А расходы семьи – это питание, корм для собаки, одежда, обувь, бытовая химия, оплата жилья, телефонов, интернета, оплата налогов, расходы на транспорт, лекарства для дедушки, оплата услуг образования, а также отдых и dosug. Ļoti laikam ir līdzīgs arī jūsu ģimenes budžetam. Kaut kas ir līdzīgs, kaut kas ir atšķirīgs. Lūdzu, uzmanīgi izpētiet, un tālāk būs uzdevums. Изучите таблицу. Ответьте письменно на вопросы. Первый вопрос. Какие доходы, а какие расходы у семьи в месяц? Подсчитайте. Второй вопрос. На сколько евро доходы превышают расходы? Третий вопрос. На чем же можно сэкономить? Какие ваши варианты? Четвертое. Какие самые большие затраты у семьи? И пятое. Что произойдет, если расходы превысят доходы?
Un otrais uzdevums. Iedomājies, ka tavas ģimenes budžets ir 2500 eiro mēnesī. Uzzīmē izdevumu tabulu, uz ko tu piedāvātu tērēt naudu un cik. Izdari lūdzu šo darbu uz A4 lapas. Veiksmi darbā! Paldies!